Что подразумевает вторая волна? Был рост заболеваемости, начало эпидемического процесса в начале этого года, который постепенно снизился в летние месяцы. С чем это было связано? Ну, весной, в апреле, в мае, я помню, постоянно были вопросы у средств массовой информации, да и у населения, у специалистов. А вот что будет вот летом, все это закончится, раз станет тепло, значит, наверное, все это пройдет, заболевание уйдет, пропадет. Ну и тогда мы тоже были достаточно, поскольку заболевание не изученное, мы и тогда были очень осторожными в оценках, потому что сам возбудитель, он хотя и достаточно уязвимый, уничтожается, в общем-то, практически не такими экстраординарными средствами. Но, тем не менее, один из путей передачи – это контактный путь передачи, не только воздушно-капельный. И поэтому как бы есть особенности течения этого эпидемического процесса. Летние месяцы у нас характеризовались убылью. За это время, в принципе, у нас здравоохранение развернулось до 1000 с лишним коек, 1027 коек было развернуто под специализированные инфекционные койки именно для борьбы с ковидом. Кроме того, в республике было налажено тестирование. Кроме нашей лаборатории ФБУЗа, с чего все начиналось, сейчас работает у нас 3 лаборатории в Министерстве здравоохранения и 2 частные лаборатории. Таким образом, у населения есть возможность не только там, у тех, кто подлежит тестированию, но и у других, которые по своим целям куда-то, в своих личных интересах куда-то выезжают, зачем-то им нужны эти анализы, или просто человек хочет посмотреть, болен он или не болен, переболел он, в каком он состоянии находится. Есть возможность сдать эти анализы и посмотреть свой статус, в принципе. Вот эти летние месяцы, спад заболеваемости, развертывание вот этих всех коек, налаживание тестирования, оно позволило нам выйти из эпидемического процесса. Мы сейчас, как и все субъекты остальные Российской Федерации, находимся на 3-й стадии выхода из эпидемии. Но сейчас уже вот наступает осенний период, идет ухудшение климатических условий, похолодание. В летние периоды, когда высокая температура окружающей среды, достаточно инсоляции, вот один из факторов, который способствует, если не способствует уничтожению, но способствует ослаблению вируса, который во внешнюю среду попал, это ультрафиолетовое облучение. И вот эти летние периоды, они характеризовались тем, что кроме того, что произошло уменьшение количества заражений, но еще снизилась тяжесть поражения. У нас наблюдалось гораздо меньше тяжелых случаев, тяжелых поражений легких. Это, конечно, был благоприятный признак. Но вот сейчас мы наблюдаем, что, в общем-то, и дни, температура воздуха снизилась, и дни, и солнце, конечно, солнечная активность идет на убыль. Низкие температуры приближаются, климатические условия изменяются. И надвигается у нас традиционно осенний, зимний период. Это период роста острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. То есть в этом году, как и во все предыдущие годы, мы ждем эпидемию гриппа и респираторно-вирусных инфекций. И нам спрогнозировали, что в этом году будет 3 новые разновидности гриппа, придут на территорию Российской Федерации. И в соответствии с этим были получены штаммы этих вирусов, которые придут к нам, и разработаны вакцины, которые будут актуальными в этот эпидемический сезон. Сейчас началась вакцинация против гриппа. Взрослые уже вакцинируются, дети тоже, наверное, где-то с завтрашнего дня начнется вакцинация против гриппа. Особенностями вот этого эпидемического сезона является то, что специалисты на базе Института эпидемиологии шли, вот все эти месяцы шли испытания. В лабораторных условиях достоверно установлено, что коронавирус на лабораторных животных, что коронавирус и вирус гриппа взаимно усиливают друг друга. Поэтому мы сейчас говорим об этом, чтобы население понимало, что очень важно вот в этой ситуации сейчас не вот эти дебаты, 2-я волна, 3-я волна, какая-то волна, а то, что сейчас у нас грядет эпидемия гриппа, эпидемия респираторно-вирусных инфекций. Болезнь не ушла. У нас в стационарах было до 200 человек, больных и подозрительных. То есть ежедневная выявляемость была 15-20 человек в среднем по месяцам. Поэтому сказать, что вот прям вот это ушло, мы с этим справились, и сейчас 2-я волна пришла, как-то не очень корректно.
То есть этот эпидемический процесс, он идет. Всемирная организация здравоохранения предсказала, прогнозы Всемирной организации здравоохранения, что с пандемией коронавирусной инфекции мир справится за 2 года. Так что вот эта вот реальность, в которой мы сейчас живем, вот этот масочный режим, перчаточный режим, соблюдение индивидуальных мер безопасности, это остается актуальным. Вот эти все простые методы профилактики, неспецифической профилактики, они действенны, они актуальны, и все это нужно соблюдать. И вот все те объекты, которые сегодня у нас начали работать, с началом учебного года, вы знаете, Федеральной службой выпущено несколько новых санитарных правил, которые регламентируют деятельность образовательных учреждений, социальных учреждений. Здесь на месте мы стараемся регулировать, учитывая нашу ситуацию, в соответствии с полномочиями главного государственного санитарного врача по территории, по субъекту, мы готовим свои постановления. То есть вдобавок к тем санитарным правилам, рекомендациям Роспотребнадзора, учитывая наши местные условия, нашу эпидемиологическую ситуацию, мы в оперативном порядке стараемся издавать постановления, которые вносят какие-то дополнительные коррективы для того, чтобы предупредить какой-то такой значительный рост заболеваемости. Безусловно, нужно сейчас подключиться к вакцинации против гриппа. Обязательно и взрослым, и детям нужно провакцинироваться. И это, я думаю, будет хороший базис для того, чтобы встретить рост заболеваемости осенней с наименьшими, скажем, да, с наибольшей подготовкой, и чтобы этот сезон наш прошел с наименьшими потерями. Еще хотелось бы сказать, вот очень много вот это словосочетание, очень модным стало, это вторая волна. И то, что касается образования в школах, образовательного процесса, именно организации образовательного процесса, очень важно соблюдать жесткий утренний входной фильтр, и утренний, если там 2 смены, то и обеденный входной фильтр. И здесь, конечно, большая доля ответственности лежит и на директорах школ, и на классных руководителях. Регулировать потоки детей, чтобы они не встречались, особенно учитывая та акция, то мероприятие, которое сейчас проходит, внедрение горячего питания для детей с 1 по 4 класс. То есть есть очень много моментов, которые нужно регулировать и регулировать правильно. Наши специалисты по первому приглашению выезжают, консультируют, подсказывают, как что сделать. И хотелось бы, чтобы родители были более активными, чтобы они в этих процессах участвовали, потому что в условиях перегруженности наших школ достаточно проблемно эти все вопросы, все требования соблюдать. Очень хорошо было бы, если бы такая помощь была. И хотелось бы предостеречь, тоже бывает очень много таких панических настроений. Вот сегодня пришло 2 сообщения, что в школах коронавирус, на поверку сказала, что дети просто болеют. То есть такие необоснованные утверждения распространять, я думаю, абсолютно ни к чему. Если есть что-то, специалисты приедут, разберутся и внесут, в общем-то, все эти предложения, которые нужно соблюсти. Уже во многих регионах у нас по ведомственной линии каждый день идет информация. Есть регионы в Российской Федерации, которые только начался учебный год, из-за того, что выявились случаи болезни коронавирусом, уходят на дистанционное обучение. Очень не хотелось бы, чтобы это было у нас на территории республики. В любом случае, если будут случаи выявляться заболевания, то это будет происходить, мероприятия будут проводиться точечно, это на дистанционку будут уводиться либо рекреация, либо соседние классы, которые были. То есть мы будем стараться наименее, чтобы это было травматично, чтобы это не затрагивало учебно-воспитательный процесс и, конечно, не в ущерб здоровью.